Улица Плеснина. Цветочная лавка. Китайские мотивы. У нас какие-то сериалы турецкие. Ну, красиво сделано. Так, это домик переходит в лося. Из веточек сделан. Минус 2 градуса. 1 февраля. Снежочек идет уже второй день подряд. Улица Плеснина, а там улица Савина. Здесь раньше была рыба, мясо, сейчас тут аптека. Там вот 3-я школа. Ой, как красиво. Вон как деревья смыкаются, макушечки. Так, что у нас тут? Стоматология, банкротство, Альберес. Открыто. Оценка имущества. Пекарня. Там какой-то магазинчик. Софи. Софи. Вот он, дом. А это переход вот к 3-й школе. Остановочка. Так, вот это Плеснина 19, и к нему пристроено 6-этажное здание. Оно, кстати, с лифтами. И там 2 санузла. Вот на углу мебельная фурнитура. Мебель комплект. Ой, колокольчики убрали. Тут были колокольчики. Вот такая кухонка. Любимая кухня. Все, и мы выходим на проспект Космонавтов. А вот это 6-этажный дом, вот он продолжается, и там сразу малосемейка к нему. Вот идет стена к стене. Плотненько. Ой, какое у нас сегодня солнышко. На улице минус 18 градусов. Сегодня у нас 2 февраля. Небо чистое. Сегодня будет ночью минус 23. Ничего себе снега. Бортики. О, это они были по пояс. Сейчас на них я сверху смотрю. Это, видимо, когда дорогу чистят, сюда на тротуар все скидывают. Видно, дворником. Все чистят и разбирают. Да, работы у вас много. Молоденький парень совсем. Голуби кушают. Ой, хоть посмотрим, а то мы так до льдов и не дошли. Транснефть Север. Ой, 50 лет, у них юбилей. Ничего себе. Ух, 3 февраля. Как тут машина все расчистила. На улице морозяка, 22 градуса. Вообще холод. 6 февраля. На улице минус 7 градусов.
Солнышка опять уже давно не было. А то мальчишки пришли сейчас в институт. Один в Ярославле учится, на Конечно. районе. Вообще пруд. Вообще прекрасно. Скажи, как тут все. Да, да. Вышка, Ну, да. О, вот это машина. Это к самолетику все, да? Я такого что-то давно не видела в аэропорту. Столпотворение. У нас новый класс. Его надо сделать срочно. Это тоже? Да. Покажи место. 16 F. А сейчас ты понимаешь, да? Ага. Не помнишь, как называется? Приятно. Не вижу нос, да? Его еще и нету. Какой? Не видит. Скажет, наверное, уехали уже. Не будут так долго ждать. А почему 3 человека? Или это команда? И главное, без всего, да? Так это, может, летчики? Конечно. Как личики, совсем молоденькие мальчики. Да? Ну да. А почему они втроем? Я думаю, летчики в самолете, да. Что-то такими маленькими кучками, да, чтобы не было столпотворения. Эй! Илюся! Увидел нас. Я его по беленькому Так, сколько воротничку. сумок? Считаем. В нашу молодость здесь был ресторан, я поэтому и думаю, что... Да, ресторанщики. Нет, Ребята, просто- посмотрели, сколько Нет, уже. что вы, я просто вспоминаю детство. Думаю, что вы в ресторан собрались? Господи. Я говорю, в нашу молодость тут был ресторан. Она говорит, что ресторан, Ври- хотите? Времени день посмотрели, сколько? Вот сейчас кафешка. А вот здесь было всегда кафе, только за закрытыми дверями. Тут были стойки. А сейчас что? Ничего. Просто Где кино-то бы? А где кино показывали? Тут была афиша, и люди говорили: о, что у нас сегодня, какое кино? Да, Такое конечно. такое-то. И кинотеатр А где-то может был. сейчас тоже где-то есть что-то, мы просто не Нет, знаем. нет. Ну, да, раньше полет была гостиница. Да. Вот это это? из нее да. сделали какой-то, не знаю, Да, квартиры там, что ли. это точно. Полет была гостиница, тут все. Ничего себе. Особенно останавливались часто здесь люди, которые на Ну, аэропорт вахты летели. современный вообще, да, он такой? Да, приятненький, но же его ж ремонтировали. А этот вертолет тут как стоял, так и стоит. Видишь, такой яркий свет. Какой-то звон колокольчиков, слышите? Да. Периодически, только не знаю. Что это? Не знаю. Мне кажется, откуда-то оттуда идет, с лицея.
какой-то дяденька идет. Что ты там все смотришь? А я перезагружаю телефон. Идем кататься на лыжах. Первый спуск. 2 километра для нас это очень мало. Сейчас идет вот такой крутой подъемчик. Не упала. Там действительно Ой, как хорошо видно. 10:33, -4, воскресенье. 9 февраля. Я иду в спортзал. О, спортсмены бегают. Сегодня, кстати, на РМЗ лыжня Россия. Народу будет тьма. Вот. А мы вчера ездили, катались. Поэтому детки кричат там, визжат. А что-то собачка вон там белая лает по нему. Да, мы вчера были на РМЗ. Тоже было, достаточно нормально народу, но лыж все хватило. То есть мне понравилось. Господи, вот встала и плачет. Это лицей у нас там зелененький. Номер 2. Что могу сказать? Народу с утра даже достаточно. Воскресенье. Бабульчики все скандинавской ходьбой занимаются. Их тут очень много. Велосипедист проехал с большими такими колесами. Слева с собачками гуляют. Короче, народу много. Скамеечки у нас утопают в сугробах. Ветер сильный, флаги развиваются. О, сколько снега. Так, кран у нас работает. 3-й этаж идет. Половину возвели. Идет 3-й этаж 2-й половины. Да. Давай. О, видите, они в одном стиле с тем зданием. Желтый, красный и коричневый. Позанималась. Классно. 11 февраля, на улице -3 градуса и очень сильный ветер. Веточки на тропинке лежат. Пообломало ветром. Да, ветер сильный. Чистка двора. Какая куча огромная. Ух ты, только вчера была расчистка двора, все блестело. О, за ночь снега опять нападало. Можно опять чистить. Ой, у нас вообще метелями тут. Просто снег не кончается. Вот чистят тропинки, но их же тут же заметает. О! Я утром еще шла, было все расчищено. Вот такая интересная погодка. Февральские метели пошли. И дорога тоже была прочищена. Сейчас, можно сказать, каша. Ну, как каша. Ну, вот такая пурга.
нашим мужчинам на работе подарочки. Ой, 13 февраля. Сегодня минус 16 и сразу солнышко вышло. Так красиво, снег блестит. Вообще прелесть. Не знаю, видно блеск этот? Ой, как красиво. Красота. Ух ты, как высоко солнышко у нас уже поднимается в феврале. Уже над домом. Если раньше только до 2-го этажа поднималась, сейчас уже вот такая красота. Всем привет! В 2015 году у меня вышла первая часть видео к папиному юбилейному дню рождения, к 65-летию. Вот прошло 10 лет, я выпускаю вторую часть и посмотрим, что у нас интересного произошло за это время. Папе сейчас исполняется 75 лет. Ой, как снег блестит. Вообще. Весь блестит. Ай, как красиво. Ух. Вот это машины, вот это сугробы. Машин не видно. Вау. Тут уже чищено. У нас сегодня минус 24 градуса 14 февраля. Дубак. Всех с праздником Днем влюбленных. Ну вот, на улице мороз и сразу солнышко у нас. Какие облака, ничего себе. Кучерявые. Время 12. О, сколько снега у нас много. Ой, какое солнышко. Санютка, едем уже 5 часов. За это время я сделала. Где больше народу, туда и пойдем. Обычно вторые, наверное. На улице 17 февраля минус 26 градусов. Морозы. Небо такое чистое. Мне идти до работы 10 минут. Я уже успела побелеть. Дубак, конечно. О. Прикинь, ленточками огородили, и у каждого угла стоит человек, чтобы никто не зашел.
А я так ни разу и не скатилась с горочки. Я раза 3, наверное, скатилась. Первый год так у меня. О, Так иди, беги, скажи, подождите, я еще ни разу не скатилась. все уже. А где спецификация-то? Что-то не поняла. Расторжение. — 18 февраля. На улице минус 23 градуса. Так у нас морозы и стоят. И сразу же вышло солнышко. Это время час. Сразу видно на улице мороз. Такой пар от машин везде. О, веселый хор воробьев. Тихо! Обычно помогает. 20 февраля. И вот этот вид нравится. Купола, Транснефть. На улице минус 10 градусов. Все, горочки разобрали. И большую брали, и две маленьких. Так, сегодня у нас засолка семги. Вот наш самый главный рыбак. Сам поймал, сам сейчас засолит и сам будет кушать. И нас угощать. Сколько, Вов, цена рыбки? 7,5. 7,5. Цена за килограмм 1800 рублей. А солим мы его 23 февраля и Так, к 8 марта. Да? Да. А я главный помощник по срезке бумаги. А вот это у нас зам. Зама. Росенька, что тут у нас? Это недавно стали опять не идут. Росенька. Какую-то штуку режут. Что, Росенька? Чем-то пахнет? Запахи пахнет? интуитивно, скажи, вкусные, но Чем пахнет? не понимаю, да? Вот, Рося, вот.
Пирамидку Вова состраивает. Ну-ка. А трясется, как осиновый лист. А нос как шевелится. Ага. А дай кусочек рыбки ему. Будет есть, нет? Ну, подержи, вот так поснимай. А я сейчас дам. Ага, вот так. Ну что, Росенька, подписчики... Рося. Не хочет Рося рыбку. Давай, дам пирог. Посмотри, посмотри на нее. Ну, будешь? Она и боится. Иди, убери, говорит. На! Рося, на! На! Бери! Не хочешь? Рося. Рося. Не хочу. Не хочет. Вот так вот. Всем привет. У нас небольшое путешествие. Всем привет. Мы собрались опять на Водный. Метель на улице, ветер под... То есть в Ухте не было, это достоверный факт. Вот Ухте- этот. История атомного проекта России, это историческое место. 22 февраля я поехала кататься на лыжах. Это какой-то сегодня прикол, кошмар. Я еду в автобусе, я понимаю, что я просто не взяла карточку. Ой, такая еду. А у меня только сияние севера в рукаве здесь, в кармашке. Ёп, ну ладно. Говорю, водитель, а можно переводом? Он говорит, нет, нельзя. Еду, думаю, блин, что же делать-то? Я говорю, а по QR-коду можно? Он говорит, можно. Открываю Газпромбанк, открываю QR-код. Мне пишет, оплата невозможна. Ой, ёпарасы. Ладно. Смотрю, когда девушка заходит с ребенком, мальчиком. Я говорю, девушка, вы не могли бы за меня заплатить? Я вам переведу денежку. Он говорит, да, без проблем. Она мне заплатила. 33 рубля я перевела. Говорю, спасибо огромное. Приехала на базу за лыжами. Он говорит, паспорт. Я понимаю, какой паспорт. Я даже карточку не взяла. Я говорю, у меня нет. Я говорю, у меня только ключи от дома. Нет, нельзя. Ой, идите к директору. Пошла к директору, директор на соревнованиях. Тут какие-то соревнования, подсчеты. Думаю, что, блин, думаю, ладно, может, пройдет. Смотрю, знакомый идет. Ой, привет, привет. Я говорю, да вот. Говорит, а что стоишь? Я говорю, так и так вот не пропускают. Нужен документ. Ничего с собой нету, кроме ключей от дома. Я говорю, ботинки. Причем, кстати, дорогие ботинки, Колумбия. Говорю, тоже не принимают. Он говорит, ну, говорит, давай, говорит, свой, говорит, оставлю. Я говорю, ну, давай, часик, хватит. Он говорит, ну, давай. Короче, за меня паспорт оставил. Ой, боже мой. Так что спасибо. Как говорится, мир не без добрых людей. Ой. А я, кстати, еду по трассе здесь. Никогда по ней не ездила. То ли новую трассу, не знаю, сделали. Ой, первый раз по ней поднимаюсь. Вот так. Просто с вами поделилась, что мир не без добрых людей. Ой. Мне вот это местечко нравится. Так интересно, куда идет эта тропинка. Накатанная снегоходом. Да, я поднимаюсь в гору. Вот это дерево поваленное. Это наклоненное. И вот я поднимаюсь. С поворотом не видно. Но красиво. Трасса сегодня красивая. В принципе, как и всегда. Вот такие снежные деревья. Ой, красота. Елочки. Все,
Все, мы выехали на финишную прямую. Я сократила путь, потому что мне осталось 5 минут до сдачи лыж. Я же договорилась, за меня паспорт дал Алексей. Вот, так что подводить нельзя человека. Вот, что могу сказать, в лесу очень много народу катается, хоть вначале были соревнования, было очень тоже много народу, все было в машинах. Вот, соревнования закончились, а лыжников все равно в лесу много. А еще идут, наверное, спортивные какие-то детские секции, потому что очень много малышек. И это мальчики такие, раз с палками такие, друг другу, тух-тух. Тебе, говорит, сколько лет? Мне, говорит, 5. А мне тоже 5. Думаю, господи, ну что вы там деретесь с палками-то? Вот, 5-летки. Смотри, 23 февраля у нас идет уборочка. Чебьюшечка наша полностью вся в снегу. Вот с этой стороны. Без промоин, без всего. Дед Мороз со Снегурочкой. Ой, качель. Что-то не помню такую качельку. И детки тут ползают на корабле. А кто там сделал? Не знаю. Нора какая-то. Чё себе. А, это песок там. Там кучки песка хранится для того, чтобы посыпать тропинки. Вот оттуда их берут. Получилась такая нора. Кораблик. И установили рамку. Детская площадка на набережной реки Чебью установлена к 95-летию со дня образования города Ухты в рамках благотворительной деятельности Транснефть Север. А снега столько, что скамеечки у нас просто утопают. А, и там тоже стенд. Ну, то же самое написано. Вот такой кораблик у нас теперь. Ластер, и кораблик, там трамвай. Вон елка. Прям с ума сойти. Так, вот это пожарные машины поехали. Ой, в нашу сторону. Но они, видишь, без сигнала, без всего. А, и у них там уже эта пожарная часть у нас расположена. Стояночки для машин. Сколько снега много. 25 у нас февраля. На улице минус 2 градуса. Тепло. Ох, как уже высоко солнышко. Время 12 часов. Выше дома. О, сугробы. Да, снега нынче много. «26 февраля, на улице минус 4 градуса и солнышко, и небо синее-синее. Красота. Ух ты! Так веселенько еще не было. Прямо солнышко, ничего себе. Класс. Но сейчас не минус 4, а телефон показывает минус 4. Я посмотрела по градуснику. На улице минус 8.
Ой, какая прелесть. Проталины. Здесь теплотрасса проходит. Ух. 27 февраля. Вау! Какая красота-то сегодня. Все деревья белые. Ох, ничего себе. Это вчера была оттепель. Сегодня минус 10. И вот такой эффект. Вот такая красота. Ну и моя любимая дорожка. Ой, какая красота. У нас тут тоже свой горох растет на акации. Ух, как солнышко высоко. Класс. В 8 утра мы уже наблюдаем солнышко. Класс. Все, чувствуется весна. Солнце по утрам вообще. Вот буквально какой второй день солнышко по утрам. На улице-то хорошо. Сейчас вот минус 5 градусов. Сегодня пятница, а это значит, я веду спортзал. На улице 0 градусов. Футболисты играют. А что я против него говорил? Да! Давай! Ярику! О, моя любимая дорожка. Ничего себе, как широко тут почищено. Напарилась, занималась. Так, ну что у нас там? Домик строится. Раз, два, три, полностью 4 этажа сделано. Такая погода хорошая. Вообще. Такой небольшой ветер, и то я его не чувствую там сверху. А так прелесть. О, сколько снегу. О, ничего себе, туда даже тропинка прочищена. Ну, давайте сходим. О, ничего себе. Вот так вот все прочищено. Лампочки горят. Так, мы мимо таблички прошли. Вот она табличка. Называется «Остров». Разманов Сергей, город Сыктывкар, 17-й год. Вот его скульптура. Вот так. Вот. Я, как всегда, укуталась, потому что у меня волосы сырые, мне их лень сушить. Ой, так хорошо позанималась.
прелесть.